Глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального федерального округа и Поволжья ввести запрет на посещение лесов из-за складывающейся пожарной обстановки. Руководитель ведомства также призвал организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных полос вокруг населенных пунктов. В свою очередь, власти Чувашии еще накануне объявили, что людей перестанут пускать в леса со следующего воскресенья, 28 августа. Из-за высокой пожарной опасности ограничат проезд транспортных средств в лесные массивы, дороги перекроют шлагбаумами, создадут систему контрольно-пропускных пунктов и усилят патрулирование. Кроме того, под запретом, как обычно, в такой период разведение костров, сжигание мусора и проведение иных видов пожароопасных работ. Запрет вводит Минприроды Чувашии. Он будет действовать до 17 сентября. Напомню, что сегодня в 4 районах Чувашии – Козловском, Урмарском, Яльчиковском и Янтиковском – из-за жаркой и засушливой погоды объявили наивысший 5-й класс пожарной опасности. Еще в 12 муниципалитетах установлен 4-й класс. Отмечу, что лесные пожары сегодня бушуют в Ростовской, Рязанской областях. 800 гектаров зеленых насаждений активно горят в соседней с нами Нижегородской области. За сутки площадь пожара в Воротынском районе Нижегородчины – это практически граница с республикой Мариэл, увеличилась на 300 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 3000 гектаров. Работу спасателям осложняет болотистая местность. Техника попросту не может проехать к очагу возгорания. Накануне вечером в помощь нижегородским коллегам выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России по Чувашии в составе 45 человек и 8 единиц техники. Они будут помогать тушить крупный лесной пожар в Воротынском районе. Напомню, огонь там бушует уже неделю. В связи с тем, что на территории Республики Чувашия, как и в целом на территории Приволжского федерального округа, установилась сухая, жаркая погода, она же и одновременно идет усиление ветра, я обращаюсь к жителям республики, а также гостям республики ограничить на ближайшие 5-6 дней посещение лесов, а также использование открытого пламени в своей бытовой деятельности. Это связано с тем, что велика вероятность возникновения природных и техногенных пожаров от источников открытого огня, и любой пожар лучше предупредить, чем потушить.